Друзья, доброе утро. Доброе, самое-самое прекрасное, наверное, утро. Посмотрите, у нас на улице дождь идет. А здесь, наверное, плохо видно. Я сейчас на улицу выйду, наверное. Ну, капли видно, я сейчас выйду на улицу. Покажу вам. Друзья, сегодня, наверное, самое доброе утро. Для меня особенно, потому что наконец-то пришли анализы. Анализы все просто отличные. Сказали, что у нас отличные анализы у всех, у всего отделения. Наша старшая медсестра позвонила, сообщила нам такую новость. Ну вот видите, дождь идет. Сейчас тише, так всю ночь сильно шел. Сообщила такую прекрасную новость, что все хорошо, у всех анализы хорошие. А мелкий он идет, я не знаю, вам будет видно или нет. Что у всех все анализы отличные, что все хорошо. В общем, моей радости нет предела. Мне захотелось жить снова. Я наконец-то встретилась со своей семьей, со своими детьми, главное, со своей Софиюшкой. Вот такие вот дела. Все хорошо, все отлично. Позавтракали, можно сказать, недавно. По пачке семечек. В конце завтрака пригубили. Говорю, так, дети, давайте по пачке семечек и за работу. Работу у меня сегодня такой собралась, там кое-что перестирать. Дождь сильный на улице идет. Мы заказали сегодня доставку продукта. У нас хорошо, что действует такая система. Ты звонишь в магазин, они выложили фотографию, и то есть указали номер телефона, они работают в магазине. И ты можешь звонить им, заказывать все, что надо, и такси тебе доставляет. Очень-очень хорошая услуга. Мы заказали все, что нам надо. Позавтракали. Мне сейчас надо тесто поставить на хлеб, что-то приготовить. Но сегодня рецепты ничего снимать не буду. Сегодня, друзья, ждите видео. Сегодня будет видео мое, посвященное сестре моей Хадиже. С самого детства и по сегодняшний момент, как у нас с ней идет этот путь. У нас с ней всего двое. Больше у нас никого нету. Мы всего лишь двое. Поэтому в жизни многое нам пришлось вместе перенести, но мы у друг друга есть. Альхамдулилlah, это очень хорошо. И очень саища вообще. Я много раз ей говорила, может, если мама будет слышать, может, она немножко обидится. Я ей говорила много раз, что я ее люблю больше, чем родную маму даже. Потому что она все для меня, и сестра, и мать, и подруга, и все. Да, когда-никогда бывает у нас немножко непонимание, но мы не скандалим, мы не кричим, мы не ругаемся. Мы просто перемолчим, успокоимся и дальше начинаем общаться, как ни в чем не бывало. Мы не говорим, а ты это сказала, а ты то сказала. Этого вообще нет у нас. Резко перестали разговаривать, резко стали разговаривать. Все. Друзья, ну вот такой у нас дождик идет. Я вам еще чуть хотела показать. Вот у нас здесь построен фундамент. Этим летом я планировала, что начнем строить дом во дворе. Вот. Бэушные кирпичи мы купили, еще нужно было блоки нам купить. Ну даст Аллах, все это закончится. И мы начнем строить дом во дворе. Я и плитку не ложу во дворе. Ну, у нас тут просто цемент во дворе. Ну, как бы думаю, если дом начинать строить, все равно машина будет заезжать то со стройматериалами, то еще что испортится. Зацементировали просто. То уже плитку, когда дом построим, то... У нас, в принципе, большой дом, у нас есть где жить. Альхамдулилла, шорт меттигё. Просто сыну, что в будущем, когда женится, чтобы ему был отдельный дом во дворе. Он у нас один. Жить он будет с нами, так что, чтобы им отдельно было. Ну, вот такие вот дела. Вот это вот, смотрите, я вам покажу потом. Вот эти вот две комнаты, это мои комнаты. Там посередине, где кухня, это общая наша, там внутри, где кухня, где я снимаю ролики. Дальше ванна, коридоры. А вот эта комната свекрухи.
Вот, то есть мы в одном доме живем, под одной крышей, ну вот просто как буквой Г, да, дом стоит у нас, как буквой Г. Вот такие дела, альхамдулилlah, все есть, живы-здоровы, продукты нам доставили, так что ждите видосик новый, будет очень интересно, немножко мужа машину вам сниму. Вчера Анжела опять там убирала, чехлы стирала. Такие вот дела. Вот такие вот вам дела, друзья. А она на вечер постирала их, чехлы эти, и уже темно было. И чтоб вот это, ну, в доме их повесить было, как сказать, они же толстые сильно, они бы, ну, приторный запах бы появился. И я их на улицу выбежала, и я их так повесила, знаете, ну, сзади во дворе все равно, думаю, никто не придет. Я их просто повесила в разбой, где плед, где что. И, значит, ни одна, ну, она, не знаю, она подписчица или просто очередной просмотр, что она мне пишет. Киса, а вот вещи его не научились стирать. Вешать, как чеченская сноха. Так вот, я хочу сказать, уважаемая моя, вещи стирать и вешать я могу получше любой женщины. В этом плане вообще школу проходила от и до. Я очень внимательно смотрела. Я очень сильно не люблю, когда вешают некрасиво стирку. У меня даже в Ростове мои двоюродные сестры, родственники, они знают. Они говорят, да повесь, выйди на улицу, мороз на улице, снег идет, как-нибудь, ну, лишь бы просохли. Нет, я стояла под снегом, под морозом, ну, чтоб красиво по очереди, белое с белым, черное с черным. У меня в этом плане очень все строго, очень сильно я люблю, чтобы стирка висела красиво. По росту, белое с белым, черное. Так что, женщина, успокойтесь, всему меня научили, все я могу. Вы, конечно, у меня теперь просматриваете все это молча. Таких я буду сразу в черный список, сразу. Потому что негатива мне не надо, скандала мне тоже не надо. Недовольны вы? Не смотрите просто. Просто не смотрите. Я же никого силой не заставляю, правильно? Ну просто поймите меня правильно, уже нервы иногда сдают, когда ты всю свою жизнь вложил тому, чтобы научиться. Я не говорю, что я прям супергерой. Нет, я это не хочу сказать. Но просто столько стараний, когда я сделала, можно кое-что, даже если не так, промолчать просто, да? Можно понять мою ситуацию, что и так много чему пришлось мне научиться, сделать, и, по-моему, не хуже других. Вот такие гадости пишут просто иногда прям вот, обидно бывает до такой степени, что... Ну, насчет стирки я могу уверенно сказать 100%. Еще многим бы у меня поучиться ее красиво вешать. В этом плане на 100% могу дать ответ. Просто ночью выбежала, чтобы их в доме не оставлять, они за меня повесила, я не буду еще под навесом, пока света нету, темно. Я еще и боялась, так развесила, как попало. А потом начала, когда снимать в обед, как-то внимания на это не обратила, если честно. Ну вот миллион людей просмотрели, никто не сказал, вот одна умница нашлась. Не так ей. Ну, теперь будут смотреть молча. Или вообще не смотреть. Было бы еще лучше, если бы она вообще не смотрела. Ну, вот так вот, друзья. Хорошего дня вам. Беркатного дня вам. Дай Аллах вам всем здоровья. Да алдик них дойл визиндела. Чего, такой счастливый день у меня сегодня. Я так рада, мне хочется прям